Работники различных сфер проходили нормы ГТО. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» собрал на стадионе в Назрани десятки людей. Массовые занятия спортом проходили не только мужчины, но и представительницы слабого пола. За ними наблюдала Марина Муталиева. Сотрудники министерств и ведомств вышли из своих кабинетов и сменили костюмы на спортивную форму для того, чтобы проверить, готовы ли они к труду и обороне. Ряд испытаний предстоит пройти сегодня участникам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Они уже прошли регистрацию и теперь готовятся к построению. Сегодня на стадионе лицей города Назрань мы отмечаем Всероссийский день физкультурника. В связи с этим я поздравляю всех жителей Российской Федерации, жителей Республики Ингушетия. Желаю здоровья, крепкого здоровья спортсменам, всем жителям. Занимайтесь спортом. Спорт – это жизнь, спорт – это сила, спорт – это здоровье. Под командованием именитых спортсменов участники разминаются перед предстоящими соревнованиями. В другую сторону теперь, да. Среди министерств и ведомств, участвующих в соревнованиях, марку держат и представители Комэко. Регулярные рейдовые мероприятия держат их в тонусе, шутят экологи. Впервые я участвую в этом мероприятии. Считаю, оно очень важное для республики, для здорового духа населения. Опять же, участвуют в данном мероприятии министерства и ведомства именно государственные служащие. Они, естественно, должны пример по-своему подавать уже и окружающим, в том числе и при занятии видами спорта. Я участвую впервые, недавно только в республике, устроился на работу, но мне бы хотелось, чтобы чаще проводились такие соревнования. К следующему соревнованию я, естественно, буду тренироваться, чтобы показать хорошие результаты и получить знак отличия. Нормы ГТО включают в себя бег на длинные и короткие дистанции. В этих испытаниях стартует 4 участников, по одному от каждой команды. Внимание! Марш! Все, побежали, побежали! Быстрее, быстрее, быстрее! Команды по очереди проходят все испытания. Где-то над стадионом пролетает спортивный снаряд весом 500 грамм. Также участники соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки. Ну а кто-то подтягивается на перекладинах. Вчера узнали, что будет проходить республиканский ГТО, и решил поучаствовать. Участвую в нескольких видах. Вот сейчас подтягивания будем делать, и бег на 3 километра, и еще разные виды, несколько видов спорта. Для каждой возрастной группы имеются свои показатели по 3 уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. Команда-победитель в течение года будет носить звание самого спортивного ведомства. Марина Муталиева, Адам Дал.